Мама моя приехала меня забирать, а он ей говорит: ты будешь моей тещей, никуда она не поедет. Было Это такое. была любовь с первого взгляда? Наверное, так получилось. С ним познакомилась. И знакомство это 63 года, скоро 64. Я говорю: дед, мы надоели уже с тобой друг другу. Надоесть не надоели, но Можно сказать, что вот любовь с годами укрепляется или любовь с годами? Знаете, она, как вам сказать, она укрепляется, и вот привычка и любовь, они как-то совмещаются вместе, получается. Ты будешь говорить, или я? Как познакомились? как познакомились, Да? да и шли, встретились, и все. Нет. Я И вся приехала наша- сюда в гости к тете. Тут у меня тетя, дядя мой родной дядя, после тяжелым ранением лежал здесь в госпитале. Потом война закончилась, он остался здесь. И вот приехали. И приехала в гости. Ромчик Приехала в гости сюда к ним в июле 55-го года. Вот. Тетя работала в лесхозе, и он работал в лесхозе, только демобилизовался из армии. Он 4 года служил, оказывается. Вот. И там мы с ним познакомились. И все. А потом уже мама моя приехала меня забирать, а он ей говорит: ты будешь моей тещей, никуда она не поедет. Было Это такое. была любовь с первого взгляда? Наверное, так получилось. И в декабре уже, 11 декабря, зарегистрировались, и все. А покажите нам, пожалуйста, ваше свидетельство о заключении брака. Вот она. Да, она такое вот Какая красота. старая. Свадьбу сыграли. Все. И платье было, и фата. Платье до сих пор лежит у меня. Сохранили? Конечно. Сейчас посмотрим. Я не найду сейчас где она. Ну и она уже отрезанная, она была длинная. И рукав рукав такой. Я одевала одно время, а потом уже эти подросли. Бабушка, покажи нам платье свадебное. Показала, они стали говорить: бабушка, у тебя такая талия тонкая была. Рукава были длинные, я их обрезала, и платье было до пола, тоже обрезала его. Вот так. Рукава до пола, платье до пола было. А это тогда вот это назывался китайский шелк. Больше ни разу не одевала. Ни разу. Как вот обрезала, раза 2 или 3 одела, все, сложила, и больше эти вот одевали, мерили. Приехала сюда, закончила школу, стала бухгалтером, поучилась, стала бухгалтером работать, приехала сюда. С ним познакомилась. Вот так. И знакомство это 63 года, скоро 64. Я говорю: дед, мы надоели уже с тобой друг другу. Надоесть не надоели, А но можно сказать, что вот любовь с годами укрепляется или любовь с годами? Знаете, она, как вам сказать, она укрепляется, и вот привычка и любовь, они как-то совмещаются вместе, получается. Кассиром работала на телефонной станции на Максима Горького. А я сама уже по специальности бухгалтер была. А потом в бухгалтерию перешла, работала. Потом в декрет ушла. Сына старшего родили в 56-м году. Вот. А сколько у вас детей? 2. Младший у нас в Краснодаре с семьей живет. Там у него 3 детей и 3 внуков у него. Это мои правнуки. Наши правнуки с ним там. А здесь вот одна, а другая покинула нас, уехала отсюда.
Потом на квартире тяжело, ребенок. Мы переехали здесь, его родители жили здесь во дворе. Мы переехали сюда, пожили здесь. Потом в 58 году мы уехали в Ростовскую область. Да. Да, в 58. мае месяце как раз. В 58 году уехали в Ростовскую область. Там жили мы до 64-го. В 64-м сюда или в 63-м приехали, уже не помню. Приехали уже и второй сын. Вернули в 64-м В 64-м уже сын второй у нас был здесь. И начали вот это строить здесь себе. Все. Сами работали и строили. Он там закончил техникум, механик он. Здесь стал работать механиком в гараже. Работал. Что-то я тебя должна говорить, что ли? Ну ты же взялась и говорит, работал механиком. Когда вернулись, поступил в АТХ-2. Было. И мы там, значит, проработали где-то лет 6, наверное, или около этого. Дослужил до начальника мастерских. Механиком поступил, а начальником мастерских уволился. Все организации не надо, по-моему, говорить, да? Нет, зачем? Последнюю. Потом вернулся я Амбалова, знаете такого? Вот. Он директор был Гражданстрой. Это сильнейшая строительная организация была. Ну, там я уже поступил на работу к нему начальником мастерских. Проработали все время хорошо, вроде отдыхали, жили, смеялись, веселились. Все было в жизни. И хорошее было, и немножко было туговато. Тогда не только нам, а всем было тяжело. Тоже с продуктами по блату доставали. Это 90-е. Было это. Нет, это не 90-е. Если- Это было в 60... Вот особенно, когда Хрущев был. Это в каком году? Нет, не в 60... Мы... Ну, это про Хрущеве. При правильно. Хрущеве, когда было, вот мы жили в Ростовской области, там даже хлеб был с семечной шелухой. Вот такое было время. Да, такой год был один такой период. Это говорить нельзя. Да это при Хрущеве можно. При Хрущеве Нет, все можно. равно неприятно для этого. Вот. Оттуда поступил, короче говоря, переводом перешел я. Перевели по партийной Электрonsтрой. линии. Он. Трест Электронстроя, который на Бутаева, управляющий там, треста. Тогда был, как вот-то, Ну, не имеет значения. сейчас вспомню, потом. Ну, и поработал до времени, как говорится, На пенсию. уходит, и пошел на пенсию. Ну, пенсию получил, после пенсии еще я стал работать, где хочу, там и работаю. Где пригласит, поработаю. Ну, уже пенсионер или директор сам скажет, хватит, уже молодежь надо, говорит, пускать. Ну, пожалуйста. И так постепенно, пенсионный я и супруга моя. Медаль вот за любовь и верность, что нам давали. Помнишь, когда мы в ресторан нас водили всех таких вот, которые по 60 лет? Даже нет, мы самые старшие там были, по-моему, 60 лет вместе. Я его никогда не выпускала голодным. Никогда. Я никогда, как бы мне не было тяжело, я встану, приготовлю ему завтрак, хотя бы чай сделаю. Но у нас здесь в Осетии как?
как какие-то торжества, они же вместе все работали, все национальности дружные были очень. Вот придет с каких-то, говорит мне, звонит, вот я сегодня пойду к тому-то, то-то, то-то у него. Ну, я говорю, раз пошел, значит, будет это. Придет выпивший. Вот придет, чтоб я утром, я никогда не ругала. Я всем говорю, пьяного мужика, выпивший, никогда не ругайте. Всем говорила это, никогда. Вот проспится, если ты считаешь, что он виноват, поругай его. Но пьяного никогда, говорю, не трогай. И утром встань, молча приготовь ему покушать. И обязательно, если после пьянки, обязательно сделай ему горячее. Помимо чая, что-то первое. Ну, кто меня слушал, те живут еще, жили долго. А кто не слушал, ушли пораньше. Построились, дети учились в школе, потом старший ГМИ закончили, младший сельхоз закончил, поженились. Младший, правда, раньше женился, чем старший. Вот так вот. А как вы детей воспитывали? Как в мы их строгости или в труде? Вы знаете, мы работали оба. После работы домой. Ну, у них были обязанности, конечно. Вот у одного и у другого. Вот я как говорю, вот ты сегодня полы моешь, это твоя обязанность полы мыть. Завтра второму говорю, чтоб полы помыл. Вот так. Вот давали, конечно. А потом уже лет с 14 или с 13 он их брал к себе в мастерскую на все летние каникулы. И вот они там у него были с ним. И научились и водить машинки, и ремонтировать машины. Он им заставлял их вместе со слесарями работать там. Они работали. И учились хорошо оба. Оба хорошо учились. Вот. Но в выходной день мы везде ходили с ними. Мы в горы ходили, и с ночевкой ходили, в Тагардон с ночевкой, на водопады ходили. Это с ними мы вместе ходили, с детьми на выходные. Вот на Сапицкую могли пойти, с Сапицкой на Водную. Или поехали по горам, пошли вот так вот. С детьми ходили. Ну, это уже до определенно, 14 лет. После 14 мы уже взрослые. Уже взрослые. Уже они это самое. Как внуки пошли, уже на пенсию ушла в 90-м. Внуки, вот они сидят. Как же без них? Это, Как вы считаете, что самое главное в воспитании детей? мне кажется, доверие к детям. Доверие к детям. Правда, были моменты, что мы приходили с работы, а их приходилось искать. Бегали с пацанами тут везде. Но это... Они не дрались, не хулиганили, ничего. Я не знаю. Они... Как так вот, не знаю. Или вот летом он их брал, они знали, что такое труд. После вот 13-14 лет уже слесарить туда на каникулах, на летних. Ну, помимо того, как в отпуск ездили, в отпуск летом. И все. Знаете, мы привыкли жить в семье. Мы когда остаемся с ним вдвоем, ну, час-два, потом мы места себе не находим. Мы привыкли все время в семье, все время дети, внуки, правнуки, все около нас крутилось, вертелось. Понимаете? А одним, я не знаю, может быть, кому-то интересно вот так одним жить. Я не знаю, мы не жили одни, не знаю. Дети были, вот правнуки, потом папу мы забрали своего, моего. Мама умерла, мы его забрали. И сколько он лет у нас жил? 6 лет у нас жил, здесь умер. Вот, с нами жил. Так что я не знаю, вот как это вдвоем, вот жить с мужем вдвоем, я этого не знаю. Вот она, если 3-4 дня не появится, уже это самое. У деда паника начинается. Кушать хочешь? Не хочешь, неправильно. Культуру себе надо вести. Совсем по-другому воспитание было и в садиках. Старшим надо уважать старших. И заботиться, и уважать старших надо с уважением. У меня вот как таковой ревности особенно не было к нему. И я с его стороны не замечала я ревности. Как-то мы... Ну, раньше совсем другое время было.
Понимаете, как-то мы вот на Спокойнее, не доверии так, были, а на щас доверии. уже Вот чуть если вот, темнеет, все бегут домой. вот. А тогда, пожалуйста, да. гуляй сколько хочешь. Вот я ему звоню, говорю, пойдем сегодня в театр. Он говорит, пойдем, вот придешь во столько-то, пойдем в театр, билеты взять надо. У нас друзья тоже были любители театра. И вот мы в театр ходили, за город ходили, Также концерты на проезжали. концерты. И мы любили очень с ним Звезды. оперету. Часто, как приезжали сюда, Шмыга приезжала, Васильев, мы обязательно ходили на все опереты, на все представления. И время хватало. И всё А сейчас успевали. время не хватает. Звонит, говорит, это Эдик позвонил, это друг Харютинов. Мать его, она в театре работала, оставила нам билеты на какой-то. А я говорю, подожди, как? А я говорю, не успею, у меня голова не в порядке. Как я пойду в театр? Вот мне там на работе, иди на час раньше, а я тут уже недалеко отсюда работала. Прибегу, вот голову сушила, ванны еще не было, вымою голову, в духовке сушила голову, чтобы пойти в театр. Так. А по молодости в парк на танцы ходили с ним. Туфли не было, купить астинские заборты. Маруся, дай Богу, нету, царство ей небесное, Соседка у нас. Уртаева. Она шила их. Ну, красивое дело. Ну, в общем, кто чем мог, кто друг Ой, друга одеваться как-то толком уважали. не было ни во что. А мне купили туфли парусиновые. Это истинную правду вам говорю. Зубной пастой порошок, вы помните, был у вас или нет? И вот их помажешь этим, посыпешь, разгладишь, все хорошо. Вот придешь на танцы, не один я, а кто в этих босоножках, то есть в туфлях. И вот танцуешь, так потом ногой стучишь, а пыль поднимается. Это полностью, там, ну во всех одеться тоже не Трудно очень было было одеваться. хорошо. Мы в ситцевых платьях ходили на работу. Крепдышиновое платье было только на выходной. У него бастоновый костюм был только на выходной. Больше никогда не одевали. Вот крепдышиновое платье у меня было и модельные туфли были. Вот на таких каблуках ходила я всегда. Вот. И считала, что это все. А крепдышиновое только выходной. Все. А туфли модельные выходной, а то попроще что-то. Одеваешь. Всё. Так это вот еще калоши были. Да не только Калоши, это. калоши были, туфли Всё входили в начальство эти вот тоже в резиновые ходило, так, сапоги. как и рабочие. Идешь на танцы, если в кинотеатр танцы были, и грязно, тогда же асфальт не везде был. Вот в эти резиновые сапоги одеваешь с туфлями они одевались, специально делали так. Одевались, там приходишь в раздевалку, сдаешь эти резиновые сапоги, а в туфлях идешь танцуешь. А так было. Потрясающе. Да. Это 50-е годы, выше. Да. Короче говоря, для Хрущева. Да, это до Хрущева. И еще эти сапоги, как появились, и тогда пели песню «Спасибо Сталину, грузину, обул нас всех в резину». Это присказка была. Да, да, была такая. Сапоги. Вот одеваешь, туфли модельные. Ну, модель, туфли были, носу им не было. Вот одеваешь, вот одел на ногу, как будто по тебе они сделаны. Все, ни мозоля не будет, ничего. Все, жили вот так. Ну. Ай. Сейчас всего в достатке. А сейчас смотрю, идет на базар, вся в золоте, вся. А раньше он мне, когда мы поженились, сразу даже кольца не смогли купить. Потом купили кольцо обручальное. Вот. Когда можно было, тогда было золото, и серьги с бриллиантом, и цепочки были недорого. Но у нас зарплата была, она стоила 360 рублей, допустим, колечко маленькое с бриллиантом, а у меня зарплата была 360 рублей. А 450 рублей стоили туфли модельные, и 450 рублей стоил отрез бастона и отрез и метр крепдышина. 450 рублей стоил. Вот так. Вот купили,
и все. Вот так. Ну ничего, весело было, знаете, как хорошо. Нам весело было. Мы веселились, и все. Потому что мы войну видели, мы ужас видели. И нам это было очень хорошо. А сейчас дети, они не знают ни голода, как говорится, ни холода, ни нищеты, ничего. Поэтому вот так. Богато мы никогда не жили, как-то к богатству не стремились особенно. Да и не за что было особенно покупать богатство. У меня была забота, чтобы дети были сыты и одеты. Все. Самое главное, чтобы они всегда были сыты, накормлены дети. Как накормлены будут, все. И уделять внимание, и контролировать, учебу контролировать, вот что. В школу ходить, проверять чаще, чем раньше ходили. Тоже ходили, вызывали также. Мы тебя не вызывали за наших детей? Вызывали. Также это же дети есть дети. Мы держали корчевки. Огороды что держали. Огороды, это корчевки. У нас был участок, и еще какой. Это мы Его строились, надо обработать. когда строились. Я глотну немножко. Картошку сажали под Майрамадагом. Вот где-то, ну, наверное, с полкилометра поворот на Юля, Майрамадаг. чай Вот здесь Чай оставили. лес вырубили, ну, уже хвойный такой, негодный. И там начали корчевать, корни ж надо выкопать, и все сами, а техники еще не было. И тут послевоенный период. Ой. Отсюда картошки много стало в Орджоникидзе и дешевле. А куда ее сбывать? Это сейчас вот совхозы разные, там кооперативы, все возможное. Они договариваются где-то, а простой смертный где могут договориться? Только нанимать машину и везти в Грозный. В Грозный возили, продавали, как сейчас помню, 35 рублей, 30 рублей вес. Вес это 2 килограмма. Вот кто попросит килограмм дадим. Техника появилась, это стали туда ездить, продавать. Если здесь нету, значит здесь остается. Это чтобы продают. выжить. Вот так жили. Как бы взаимной выручкой было. Ты свой труд продаешь. Сам посадил, сам обработал, сам выкопал, сам повез. Продал. Так мы строились, Это было огороды очень держали, тяжело. хозяйство держали. И Работали там оба на огородах начальника. ночевали. А как картошку выкопаешь, и костер туда положишь, она спекется там хорошую, в зале, Всё, как да. говорится. И нормально было, и хорошо. Никто не обижался ни на кого. Потому что- От Майрамадага до Победитовский сейчас назвал. Ну, не доезжая, короче, Ну, хватит. Нижний Санебе, не верхний, а нижний Санебе. Значит, это были корчевки все. Корчевку держали под редантом. И тут мы вместе с ней ходили, копали там. Да, и сажали, и потом огороды Тракторы не строились, и было, а огороды лопаткой держали. вручную копали. Он начальником работал в Не мастерских было. уже, а я зам главного бухгалтера, зарплата небольшая. И Огород держали. держали. Вот за счет этого Выживали, шло остроились, и а воспитание, достать и материал дома было. построили. Вот. Хоть не хорошие, небольшие, но нормально живы. Вот так. У государства не просим. Вот у меня розочки здесь, видишь, сколько сидит. Вот еще эти Розочки, тюльпанчики, пальчики. а вон нарцизы. Где? А вот нарциссов сколько вон. И там тоже? Да, это тоже нарциссы. А вот это гиацинты. Вот это. Это? Это гиацинты.
А я каждое утро встаю, мне кресты с кухни видно, крест, перекрещусь, попрошу у Бога прощения, и все. За Вот так. детей молитесь, да? За них, только за них молюсь. Только за них, чтобы у детей, у внуков, у правнуков и дальше было здоровье и благополучие, достаток возможный, как по возможности. Вот так, за них. За них волнуюсь. А за себя уже не так. Вот так вот. Как-то за детей больше беспокоюсь. Сейчас трудновато. А что бы вы сказали молодым, которые только-только поженились? Чтобы они понимали друг друга, уважали друг друга. Помимо любви должно быть взаимопонимание, уважение, понимание старших, чтобы они старших уважали. Хоть одного родителя, хоть другого родителя, чтобы они понимали и уважали, что это его родители надо уважать, что это ее родители надо уважать. А если не будет этого, толку не будет. И ругаться при детях ни в коем случае нельзя. Никак. Чтобы не травмировать их душу детей. Вот это основное. Я так, это мое понимание жизни. Любовь, взаимопонимание, уважение старших. Все. Ну, естественно, помощь старшим, когда они уже более немощные становятся. Уже помощь старшим, это закон природы должен быть такой. Ты что сказал бы молодым, передал бы, что молодым? Посоветовал, как вести себя, когда поженятся? Как вести, когда пожениться? Да-да. Жить? Жить? Да. Молодым что? Любить друг друга. Уважать, как говорится, если нет. Ценить друг друга. И помогать друг другу. И помогать, это естественно. Ну что еще туда можно молодым посоветовать? Только так. А по-другому. Если этого не будет, жизни не будет. Они сами должны себя настроить. Если она замуж выходит или женится, он должен себя настроить на это, что он семью создает. А семья – это крепкой должно быть. Если ты хочешь семью создать, семья должна быть крепкой. Взаимопонимание. Дети пойдут с детьми вместе воспитывать детей. Вместе. Вот. Ну, прошла жизнь. Мы не скажем, что плохо. Для нас это, для детей войны мы жили нормально. Не сетовали, не ругались, ничего. Вот, довольные, потому что мы видели ужасы. А сейчас главное, чтобы войны не было. Больше ничего не хочу я. Ничего. И чтоб дети были все здоровые, дети, внуки, правнуки, и праправнуки все были здоровы. И муж мой, чтобы еще пожил. Вот так. И все.